Перед уходом с поста президента Садыр Джапаров подписал проект об изменении актов закона в сфере использования земли. Закон относится к домам, построенных в 2009-2018 годах на сельскохозяйственных участках. С целью использования закона в деле перед правительством была создана комиссия под председательством вице-премьер-министра Равшана Сабирова. Теперь проект со стороны межведомственной группы начнет работу. Вопрос трансформации будет решен после того, как местные айлы өкмөтү предоставят списки. После этого комиссия начнет работу по проверке документов. Более 1500 гектаров по всей стране трансформированы, а участки, где семьи построили дома, законно зарегистрированы. Основные части названных земельных участков находятся в Чуйской области, Сокулукского, Аламудынского районов и в городе Ош, а также в Карасуйском районе. Несмотря на то, что по стране 1711 гектаров в документе указано как пахотные территории, есть информация, что там строятся дома и проживают люди. Они со временем устраивают митинги, требуя узаконить их дома. Даже имея Красную книгу, есть земли, которые не прошли через правительственный баланс. Житель Аламудынского района села Беримдик-Кут Талас Токумбаев 8 лет назад купил участок. В данный момент мы не можем войти в состав, потому что все соцобъекты наши перешли в частные руки. Мы не можем от них информацию получить. Мы обращались в Джоргу Кенеш. На самом деле факты о захвате земель в Чуйской области встречаются часто. На сегодняшний день без разрешения на более чем 4000 гектаров застроены дома. Они сами передали земли частным лицам, прежде чем узаконить земли. Это основная проблема. Они должны были выполнить все требования по закону, пройти трансформацию, перейти на баланс айлы өкмөтү и уже потом решать вопросы. Закон о трансформации был инициирован Джоргу Кенешем еще в 2014 году. В 2018 году был принят, но бездействует до нынешнего года, говорит экс-депутат Эсенгул Исаков. Нужно продумать все механизмы, чтобы не страдал народ. Созданные комиссии должны четко и не бояться проводить трансформацию. Мораторий на трансформацию был принят в 2009 году. Данный документ до сих пор в силе. Но несмотря на это, некоторые продолжают застраивать дома на орошаемых землях. К тому же, по закону, за строительство в пахотных землях предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Бахыл Гулчуманов, Нью ТВ.